снова здравствуйте, дорогие друзья. Четверг, 18 июля 2024 года, 9 часов уже 1 минута в Башкортостане. Не получается вовремя запуститься. Как говорится, российскому государству все не имется, и оно стремится всячески к тому, чтобы люди как можно меньше получали информацию. Даже несмотря на то, что в YouTube по средним данным, которые более-менее гуляют в интернете, не более 10% контента посвящено политике и общественно-политической жизни. 90% это развлечения, это досуг, это какие-то обучения, игры и так далее, и так далее. Ну вот, государство считает, что ему виднее, где смотреть, когда смотреть и, самое главное, что смотреть и слушать россиянам. Ну, так или иначе, пока мы с вами. Значит, и поэтому давайте все-таки встречаться, насколько хватит сил, технических возможностей и так далее, и так далее. Это «Аспекты республики» на канале «Аспекты Башкортостан». Здесь мы стараемся смотреть правде в глаза, стараемся дискутировать, поэтому присоединяйтесь к разговору с помощью чата YouTube-трансляции. Не забывайте, пожалуйста, про лайки. Не забывайте про возможность и необходимость, жизненную необходимость поддерживать «Аспекты» с помощью пожертвований посредством сервисов Boosty и Donation Alerts. Ссылки в описании к этой и к любой другой трансляции «Аспектов» легко найдутся. Здесь не только утренние эфиры, здесь еще и интервью в формате «Аспектов мнений». О них мы всякий раз говорим, фрагменты слушаем. Я думаю, постоянная аудитория канала прекрасно об этом знает. Ну а те, кто присоединяются к нам буквально в это время, такие тоже есть. Вам спасибо большое, мы рады приветствовать. Не зря сюда пришли. Пока еще хоть какой-то, уж извините за пафос, глоток свободы имеется, в том числе в общественно-политической сфере Башкортостана. В общем, технические части вроде бы более-менее наладились. Вроде бы картинка, даже несмотря на то, что подвисла, отошла. Поэтому давайте все-таки начинать. Ой, Софья пишет, давно вас не видела. Ну, вообще я стараюсь быть. Неделя перерыва всего лишь была в начале июля, а так я на канале, на своем месте, как минимум 2 раза в неделю, а иногда 3 присутствую. А вчера, кстати говоря, был и на другом канале. Руслана Габбасова, активиста, иностранного агента, отвечал на вопросы и претензии его и его сторонников по поводу их взглядов и позиций. Здесь в «Аспектах» я частично эту тему затрагивал. В общем, они услышали мой посыл, что я готов к диалогу. И вот я был вчера на канале и, на мой взгляд, довольно-таки максимально, возможно, откровенно на эту тему поговорил. Поэтому, если интересно, посмотрите. Это уже не просто монолог, как это у нас бывает, а это все-таки диалог в формате интервью и где-то острой дискуссии. Вот. Ну а у нас что с вами? У нас участники массовой драки в Кумертау отправились, как вы думаете, куда? Конечно же, в зону так называемой специальной военной операции. По факту хулиганства, оказывается, хулиганство имело место быть, в отношении 3 молодых людей возбудили уголовное дело. Драка была аж 27 декабря прошлого года в кафе «Папа Гриль». Несколько посетителей пришли в кафе в состоянии опьянения. Один из них пролил напиток на девушку, которая оказалась знакомой другого клиента заведения. Парень попросил виновника инцидента извиниться, но тот отказался и напал в ответ на него. К избиению присоединились остальные члены компании. И вот, получается, все, кто оказался фигурантами, решили отправиться искупать кровью вину перед Родиной. Уж извините, опять же, за эту избитую фразу, но это примерно так озвучивается в пропаганде, да и сами виновники обычно используют именно эту формулировку. Очень, конечно, любопытно анализировать логику, которая в головах этих людей есть, особенно когда ты исповедуешь, наоборот, противоположную логику и считаешь, что нужно всеми правдами и неправдами уж лучше оказаться в местах не столь отдаленных, чем в этой самой так называемой зоне. По разным соображениям. Но, в общем, эти соображения, я думаю, нашей аудитории, моей личной аудитории хорошо известны. И сейчас не будем повторяться, как говорится, обо всех этих пунктах.
Будем идти дальше к новостям, все более и более к серьезным. В развитии темы. Фонд поддержки участников СВО по Башкортостану ответил на вопросы пруфов. И судя по заголовку издания, в общем, эти ответы не очень-таки лицеприятные и не очень радужные. Так вот, в конце мая сообщалось, что в Ишимбае в луже крови обнаружили 17-летнего подростка, отец которого ушел на спецоперацию, а мать умерла, пишут пруфы. Мы обратились в фонд поддержки участников СВО под названием «Защитники Отечества», чтобы выяснить, помогут ли этому юноше и чем вообще фонд занимается. Ответ мы получили странный, из которого мало что понятно. Здесь публикуем его. По информации фонда, данный юноша на комплексном сопровождении филиала не состоит. Не наше это все. Это все, что нам ответили по данному случаю. Взята ли под контроль ситуация? Какая помощь оказывается детям, которые остаются без родителей, если отец на спецоперации? Об этом в нашем материале. Нам сообщили, что помогают семьям умерших бойцов, в том числе с помощью психологов. Какую именно помощь оказывают, при этом ответа не прозвучало. Про бюджет фонда и его сотрудников нам также не сообщили. Написали только, что финансовое обеспечение деятельности фонда осуществляется в соответствии с законодательством Российской Федерации. Предельная численность центрального аппарата и филиалов фонда установлена в соответствии с указом. Численность центрального аппарата фонда ни много ни мало 130 единиц. Численность филиалов субъектов России, соцкоординаторов, являющихся сотрудниками фонда. В общем, сплошной канцелярит, отписка и никакой конкретики. Ну, что могу сказать? С учетом усилившегося, скажем так, такой, вы знаете, усилившейся скорее волны критики в так называемых Z-пабликах, Z-каналах, которые в последние поддерживают всю эту так называемую СВО, при этом позволяют себе отдыхать, плясать, ездить в отпуска на моря, посещать концерты, увеселительные заведения под открытым небом, летом их очень много. Вот это все зетников и так называемых ястребов нервирует. Они считают, что вот они вот уже третий год, скоро 3 года полных будет, как всю свою жизнь посвящают вот этой истории, освещению этой проблемы, священной борьбы. А люди, дескать, вообще отстранились в подавляющем большинстве и не хотят этого слышать. Судя по всему, до них начало наконец доходить, что когда все закончится, а рано или поздно все закончится, иначе быть не может. И неважно, в какую сторону будет двигаться государство, эти люди услышат привычное: мы вас туда не посылали. И они это услышат, они это слышат уже сейчас. Мы это видим вот по таким новостям, одну из которых я только что в пруфах прочитал. Это, в общем, данность, с которой приходится иметь дело, и с этим ничего не поменяешь. Вот такие вот отношения, вот такие вот взгляды, к счастью, на мой взгляд, у россиян к этой так называемой проблеме. Точнее, проблема-то не так называемая. Проблема как раз-таки очень серьезная. Так называемая специальная военная операция. Ну, а у нас здесь на этом фоне своя беда, своя трагедия. Я имею в виду баймакское дело. И тут надо сразу сказать, что вчера ждали вынесения приговора по первому фигуранту Ильшату Ульебаеву, которого судили в Орске, Оренбургской области. Корреспондента на месте не было. Он так и не появился в поле зрения, скажем, и на связь не выходил. По крайней мере, тот молодой человек, который помогал аспектам получать информацию оттуда. Поэтому передаю, как говорится, сигналы, приветы, и если есть возможность, выйдите на связь с кем-то из нас. А что касается новостей, собственно, с суда, по неподтвержденным данным, но, скорее всего, они являются истинными, вчера вновь не озвучили, не огласили приговор и перенесли это дело на сегодня на 16:00, то есть на 18 уже июля.
По какой причине, технические или какие-то нюансы, или еще что-то более важное возникло в процессе, нам неизвестно. Хотя, конечно же, учитывая свойства, скажем так, этого дела, лично у меня возникают подозрения, что дело исключительно в тексте. То есть где-то на определенных этажах власти какие-то вносят корректировки в последний момент в приговор. То есть до сих пор нет четкого решения о том, в какую сторону двигаться, какую стратегию выбрать. Как я вчера говорил в интервью, в этом деле довольно-таки все ясно в печальном смысле. Все предопределено. Мы можем представить себе, какие будут приговоры, какие будут сроки. Но всегда остается шанс на вмешательство какого-то непредвиденного фактора, форс-мажора, если хотите, в виде какого-то важного лица, принимающего решение. Но, например, кому-то наконец-таки станет ясно, что нет смысла так жестоко поступать с людьми, которые в данном случае оказались совершенно случайными жертвами обстоятельств. Опять же, с учетом той дискуссии, которая сейчас разворачивается в соцсетях Башкортостана на эту тему, вот этот посыл, это предположение, оно приобретает дополнительный смысл. Но о спорах в соцсетях чуть позже, пока к текущим новостям. А вам я напомню, что надо не только смотреть и слушать, но и ставить лайки и также, конечно же, писать комментарии в чате. Значит, жена участника событий в Баймаке, Даниса Ахметова, записала видеообращение к Владимиру Путину. То есть еще одна супруга решила пойти этим путем, несмотря на то, что ни одно из предыдущих обращений, каковых было много еще зимой и весной, не возобладало и не возымело смысл. Значит, Илюза Ахметова выразила надежду, что президент России поможет объективному рассмотрению уголовных дел, возбужденных по событиям у суда в Баймаке. Что она говорит? 17 января в городе Баймак состоялось вынесение приговора общественнику Фаилю Алсынову, которого признали виновным в возбуждении ненависти либо вражды. Жители Баймака явились на оглашение приговора. По разным оценкам их количество составляло до 5000 человек, сказала она. В их числе был и мой муж. Но ничего противозаконного он не совершал. Он, как неравнодушные люди к вопросам экологии, пришел на оглашение приговора над экоактивистом. Хочу отметить, мой муж не участвовал ни в каком несанкционированном митинге, не совершал противоправных действий, ни на кого не нападал, не дрался, но события преподнесли в искаженном виде. Она также отметила, что в толпе были провокаторы, всем известные нам кадры и фото мы помним, да? Они не пойманы и не наказаны. Это еще раз доказывает, что конфликт был кем-то запланирован, пояснила она. А конфликт произошел именно из-за бездействия местных властей по защите прав местных жителей. И дальше она апеллирует к вполне понятным аргументам. Уважаемый президент, этот год объявлен годом семьи. Вы, как вновь избранный президент, взявший на себя ответственность за судьбы граждан России, прошу вас о снисхождении и разобраться в этой ситуации. Мы вам верим как гаранту Конституции. Я, Ахметова Илюза, и мой сын Умар хотим верить, что вы сможете вмешаться в эту ситуацию и помочь невинно задержанным людям, в том числе моему мужу. Чувствуется и боль, и надежда в этом послании. Не хочется шутить, скажем так, когда такие вещи смотришь и читаешь, и тем более снисходительно утешать, что ли, и снисходительно, наоборот, посмеиваться на тему того, что ай-яй-яй, опомнились там и так далее. Не хочется, но волей-неволей это все возникает. Поэтому абстрагируясь вот от этого конкретного обращения, тут хочется лишь сил и поддержки высказать этой женщине и всем другим пострадавшим. К сожалению, это не работает, как мы видели до сих пор и в течение многих лет на самом деле. По разным делам, по десяткам и сотням и тысячам, наверное, уже уголовных дел касательно политических заключенных в стране. Даже в те времена, когда он еще общался с западными лидерами, и даже непосредственно какая-нибудь канцлер ФРГ Ангела Меркель просила за отдельно взятых заключенных, это
в единичных случаях заканчивалось успехом. Это, например, кейс Михаила Ходорковского, которого Путин помиловал в декабре 2013 года в преддверии Олимпийских игр в Сочи. То есть, ну это просто-напросто, ну вот уникальный случай, знаете ли. О других десятках, сотнях, тысячах случаях, конечно же, говорить в таком позитивном ключе мы не можем, потому что нет этого примера. Ну аж теперь он и его система, его режим вошли, собственно, в кровожадную фазу, поэтому надежд никаких. Зуля Булавкова пишет: с каждым днем все хуже и хуже, и нет выхода. Ну, где-то так, к сожалению, да. Временами, секундами, минутами именно такие мысли посещают меня тоже. Но мы не будем, давайте все-таки голову пеплом посыпать, все-таки будем рассчитывать, что все не зря. В любом случае, как есть банальная фраза «все заканчивается, пройдет и это», будем считать, что и нынешнее безвременье, мрак и ужас тоже завершится в том или ином виде и во что-то другое перерастет. Надеемся, во что-то хорошее. Вот. Прежде чем продолжить, хочу поблагодарить нашего зрителя Заки Валиди с поздравлением главного редактора «Аспектов» Разифа Абдуллина с днем рождения, которого Заки Валиди уважает как журналиста и гражданина. Он молодец. Полностью присоединяюсь к этим словам. Желаем Разифу Рауфовичу крепкого здоровья, долгих лет. Низкий поклон за верность профессии и принципам. Как говорится, не сдаваться, держаться, насколько хватит желания, сил и энергии. Но, как говорится, мы это еще отдельно обговорим напрямую. Ну а пока призываю наших зрителей, наших подписчиков присоединиться к поздравлениям. Вот. Так, вот как раз, собственно, к тому, что на этом фоне развернулось в соцсетях. В соцсетях развернулась дискуссия о причинах январских событий в Баймаке. И представители башкирской национальной общественности, Башнацдвижения, если хотите, мягко говоря, спускают друг на друга всех собак. Предались вот этой вот традиционной национальной забаве, как бы это прискорбно ни звучало. Мочить друг друга, вместо того, чтобы объединяться против общего недруга, так сказать. Значит, с чего все началось? Урал Байбулатов, один из участников активных и лидеров защиты Куштау, например, да, в 2020 году. 14 июля на канале «Патриоты Башкортостана» задал вопросы другому активисту Фанзилю Ахметшину. Целый ряд вопросов о том, что же на самом деле произошло. Виноваты ли те ребята, в чем их вина? А не ты ли со слезами на глазах давил на их души и побуждал их собираться в тот роковой день? Байбулатов обвинил Ахметшина в том, что тот якобы приезжал к родственникам фигурантов баймакского дела и призывал их повлиять на них, чтобы те признали вину. Ни много ни мало. Ахметшин ответил на обвинение 15 июля, заявив, что все эти пункты ложь, а его видеообращение к творческой интеллигенции было сделано 13 января, то есть до событий не 17, а 15 числа, когда, как известно, ничего страшного не произошло. Значит, ты, наверное, путаешь эти дни намеренно. На 17 число я никого не призывал, пояснил он и напомнил, что 16 января сам был задержан силовиками. Байбулатов ответил на это другим видео, напомнив о настоятельных предложениях активиста Ильдара Юмагулова не собирать людей у здания суда, чтобы не было провокаций. Юмагулов перед событиями в Баймаке предлагал прийти в суд только тем гражданам, кто может выступить в качестве свидетелей на суде по делу. Юмагулов, я напомню, один из тех, кого лично я не понимаю и критикую за его прокремлевскую позицию. С Фанзилем Ахметшиным я не знаком, и здесь мне сложно делиться своими соображениями о том, насколько он прав или не прав. Урал Байбулатов знаком куда больше, чем другие участники вот этого спора, и к нему у меня относительно других более понимающие, уважительные отношения. Не знаю, ошибается ли он здесь или умышленно говорит какие-то вещи. Не могу ни подтвердить, ни опровергнуть. Но это все удручает, мягко говоря, по одной простой причине, что спор выглядит не просто как попытка выяснить истину,
а реально как попытка выбить из колеи, по сути дела, собственных соратников, с которыми вроде как имело бы смысл объединяться ради каких-то общих целей. Пусть даже не каких-то глобальных, а вполне себе утилитарных, местечковых на местном уровне. В общем, в дискуссию вмешался также Аксакал, лидер движения «Патриоты Башкортостана» Сагит Исмагилов. Он предложил перейти к перемирию и дебатам цивилизованным, полностью логично и поддерживаю. По его словам, объединение населения на Куштау вынудило власти искать пути по разрушению этого единства. В Баймаке в ходе процесса по делу Фаиля Алсынова активистов удалось разделить на две группы. Одна настаивала на защите Алсынова только юридическими методами, другая рассчитывала на то, что массовая поддержка граждан смогут как-то повлиять на исход дела. «Призываю всех к перемирию», — сказал Исмагилов, а анализ произошедшего делать не публично, а встречаясь друг с другом. Вполне себе рациональное, нерешенное смысла предложение. Хотелось бы верить, что активисты, неравнодушные жители Башкортостана, участвующие в этом споре и проживающие на территории Башкортостана, найдут силы и время для того, чтобы вот таким путем действительно прийти к общему знаменателю. Ряды этих людей и так не столь тесны, как кому-то может показаться. И разброд и шатание в таком серьезном ключе, мягко говоря, контрпродуктивны, на мой взгляд. Вот. После боя кулаками не машут, даже пишет Файруза Гайнуллина. Ну, на самом деле, если считать это длительной борьбой, то она не закончилась. Поэтому говорить про это, о том, что бой окончен... Бой, наверное, да, но борьба в целом, она ведь, как говорится, перманентная. И, как показывает многовековой уже опыт, она бесконечная. Так или иначе приходится к этому вопросу возвращаться. А с учетом тех тенденций, которые имеют место в последние 30 лет, ну ладно, 25 лет, этот вопрос вновь становится актуальным. Ну а мы дальше идем к тем событиям, которые у нас в республике. Но перед тем, как погрузиться, скажем так, в текущую рутину, давайте сделаем небольшую паузу и послушаем фрагмент очень важного интервью, которое вчера брал Разиф Абдуллин в студии «Аспектов». В гостях был адвокат Рамиль Гизатуллин, один из защитников, например, Лилии Чанышевой, которая у нас осуждена на 9,5 лет колонии за участие в экстремистской организации. Все это, конечно, формальные формулировки, да? Уж извините за тавтологию. Вот. А здесь во фрагменте обсуждались вопросы касательно дела Айрата Каримова, депутата, бывшего генерального директора «Газпромнефтехим» Салавата. Довольно любопытный кейс. Не сказать, чтобы он лично мне был прямо очень интересным, но, на мой взгляд, тоже показывает то, как многие вещи у нас устроены и как они работают. Предлагаю послушать, в это время написать комментарии какие-то, а через несколько минут я к вам вернусь. У нас есть еще о чем сегодня поговорить. Дело Айрата Каримова, бывшего генерального директора «Газпромнефтехим» Салават, чьи интересы вы защищаете, он же бывший депутат Госсобрания. Айрату Каримову ограничили срок ознакомления с делом 23 июля. Что это означает? Что скоро дело начнут рассматривать в суде? Ну, я думаю, что до направления дела в суд еще рано говорить. А сколько всего томов в деле, сколько листов, и хватит ли вот этого времени до 23 июля ознакомиться с ним? 57 томов и, если не ошибаюсь, 10 или 11 коробок с вещественными доказательствами. Представляете, одна коробка – это, грубо говоря, 2500 листов в одной коробке. Из того количества листов, которые есть там, где-то около 14 тысяч, доказательства вины Каримова только одни показания свидетеля. Физически за это время, меньше недели осталось, ознакомиться полностью не удастся. Ну, я думаю, что удастся. По диагонали. Все да. Вместе, да, если вы разделите. Да. А что за огрехи? Вот вы говорили показания свидетеля, единственное, на чем основывается обвинение. Вот что за свидетель, что за показания? «Газпромнефтехим Салават» достаточно крупное предприятие, даже по меркам Башкирии. Оно является вторым налогоплательщиком после Башнефти.
Понятно, что ему оказывали услуги юридические не только штатные юристы, но и сторонние юристы. Одним из таких юристов это был Вадим Рамазанов вместе со своей адвокатской коллегией налоговой безопасности. Вообще вот эта налоговая безопасность проводила около 10 дел для «Газпромнефтехимсловат», но почему-то следствие претензий предъявляет Каримову только по одной сделке, вот по узаконению 12 гостевых домиков. И основная претензия следствия о том, что у вас есть в штате юристы, почему вы наняли сторонних юристов. Но почему такая избирательность у следствия только по одному делу? Насколько я вот знакомился с этой историей, меня удивило то, что в деле нет потерпевших. Это на самом деле так? Нет, в деле потерпевшие есть. Так. Но когда идет речь о преступлениях таких, как присвоение, растрата, потерпевшая сторона должна заявить, сказать, что вот нам причинен ущерб, написать заявление банально. А в деле возбуждено 3 уголовных дела, и все 3 уголовных дела возбуждены на основании рапорта следователей, то есть которые взяли и усмотрели состав преступления. Понимаете, «Газпромнефтехимсловат» достаточно большое предприятие. Там множество объектов, которые по состоянию на сегодняшний день, которые узаконены, которые не узаконены. И то есть сторонние и штатные юристы занимаются их узаконением. Вот эти 12 гостевых домов, объекты, которые были построены в 2011 году. На них «Газпромнефтехимсловат» с согласия ПАО «Газпром» направляла финансирование, ремонт, техническое обслуживание. Но они никак не могли эти объекты узаконить. И для этого даже вот мы с материалом дела читаем, видим служебные записки, что сами юристы «Газпромнефтехимсловат» говорят, что это достаточно затруднительно их узаконить, и они могут быть признаны самовольными постройками. Что Каримов сделал? Взял и начал заниматься узаконением этих объектов. И потом уже с привлечением сторонних юристов ему вменяют вину. А юристы, зная о том, что не могут нормально узаконить объекты, они предложили, я не знаю, в чью голову пришла эта идея, они говорят так: вот есть 12 объектов, мы их узаконить не можем. Администрация города Салават нам не даст акты ввода в эксплуатацию и разрешение строительства. Давайте сделаем так, как будто мы их снесли и заново построили, а уже вновь возведенные объекты мы узаконим. То есть придумали такую некую схему. Да. И вот следствие, оно знает, что много вопросов к узаконению вот этих построек. Так оно, нет, чтобы разобраться в этом, оно прямо в формулу обвинения вменяет Каримову, что объекты были снесены и заново построены. Но если были объекты снесены, почему Каримову не вменяется ущерб за снос строений? Они же были заново построены. Почему ему не вменяют растраты на новую постройку 12 гостевых домиков? Следствие вменило это, но при этом момент отошла в стороне. Почему очень важный момент? Потому что если узаконение объектов происходило именно вот так, с большим количеством вопросов, то это ставит под сомнение и решение арбитражного суда, на основании которых они были, право собственности на них было оформлено. Понимаете? То есть, чтобы просто не ломать решение арбитражного суда, следствие пошло вот по такой кривой схеме предъявления обвинения Каримову. А что вы можете сказать о том, до возбуждения уголовного дела тот же Вадим Рамазанов ему сообщил, что он должен по низкой цене передать акции, которые принадлежат ему компании АСТ, 25% акций. Если он этого не сделает, то у него возникнут проблемы. Вот об этой... Это действительно имело место быть такая история? Да, такой разговор имел место. То есть это не при личной встрече было, это опосредованно через общих знакомых была предъявлена такая претензия. Самое интересное, суд первой инстанции удовлетворил требования прокуратуры. Это в последующем апелляция взяла и отменила решение. Арбитражные суды сказали так, что у прокуратуры Республики Башкортостан нет законных оснований для оспаривания этих сделок. Насколько была система, государственные органы заработали, грузили арбитражный суд своими судебными заседаниями. В прокуратуре кто-то ходил, составлял исковые требования, поддерживал их в суде. Для того, чтобы на финале сказали, что у прокуратуры не было законных оснований. А если сейчас еще после 3 этих судов взыщут судебные издержки, то государство вообще сыграло в минус большой, да? Да. Адвокат Рамиль Гизатуллин был в гостях программы «Аспекты мнений» накануне. Рекомендую эфир к просмотру в полном формате, если еще не делали этого. Также поддерживайте, пожалуйста, своими лайками, друзья, вот эти вот интервью для нас, для наших ведущих и гостей. Это очень важно. Вот. Сегодня у нас еще один неравнодушный и активный гость. Это уфимец, один из лидеров движения «Стоп Баш РТС» Альберт Рахматуллин. В «Аспектах мнений» в 11 часов. Также рекомендую, не пропустите. Вот. Да, все хорошо.
Зайтуна Агеева предполагает, что оглашение приговоров по Баймакскому делу после выборов будет. Но вы знаете, все-таки нет. По, например, Ульябаеву затянуть до выборов аж никак не получится. Это уже никакими доводами объяснить будет нельзя. Процесс завершился де-факто. И, как говорится, если уж не сегодня, то вот в ближайшем обозримом будущем обязаны будут просто-напросто приговор огласить. А вот что будет с тем, насколько это будет массово, все вот эти вот несколько десятков будут ли к выборам оглашаться, это отдельный вопрос. Опять же, судя по показаниям, что ли, свидетелей, не по уголовному делу, а по тем данным, которые мы читаем в чатах родственников фигурантов этого дела, правительство республики стремится к тому, чтобы люди признавали свою вину. По крайней мере, вот доходит информация, что Азат Бадранов, зам руководителя администрации по внутренней политике, который возглавляет межведомственную комиссию по недропользованию и вот в эти дни активно ездил по Зауралью, возможно, до сих пор продолжает, якобы встречается с родственниками и объясняет им важность и необходимость для всеобщего блага людям признать свою вину. Дескать, приговоры будут более мягкими, никаких последствий дальше, значит, никому не будет за это. А более того, в ответ обещают какую-то помощь этим самым родственникам. Я слышал такую версию, что там вплоть до помощи в заготовке сена, там, колки дров и так далее. Я не могу ни подтвердить, опять же, не опровергнуть, так ли это. Именно такую ли помощь предлагает Бадранов и его сподручные жителям. Но если это так, то, мягко говоря, и печально, и возмутительно одновременно. Не удивлюсь, если кто-то на самом деле с этим согласится. Опять же, тут надо понимать контекст, обстоятельства. Многие люди, ну, скажем так, при виде высокопоставленного чиновника, к сожалению, хотя это опять же, ну вот такова жизнь, ну, скажем так, склонны отказываться от собственных идей, позиций, взглядов, которые еще вчера с пеной у рта доказывали. Потому что кажется, как же целый высокопоставленный товарищ снизошел, попросил по-человечески, достоин уважения стало быть. И, наверное, это не просто так. В общем, судить опять же сложно. Судить никого не хочу и не буду. Но очень много здесь переменных, множество деталей, обстоятельств, которые нужно учитывать. У каждого своя судьба, кто-то условно прожил многие годы в городе, кто-то в селе. Это уже накладывает отдельный отпечаток на нравы, на устои, на взаимоотношения между людьми и так далее, и так далее. Вот. Но тот момент, что эти предложения поступают, это, судя по всему, сомнению не подлежит. Опять же, это все со слов, безусловно, но тут, наверное, никто не придумал, скажем так, эти детали. Это, скорее всего, правда. И это неудивительная правда, поскольку, опять же, выборы, которые вот наша зрительница упомянула, перед выборами сюрпризы никому не нужны. И если люди будут признавать массово свою вину, это значит, что эти сюрпризы от них не возникнут. Да? То есть родственники не соберутся, не будут требовать справедливого суда, поскольку когда ты признаешь свою вину, ты вроде как согласен со всем, что происходит. И ты, самое главное, тем самым легитимизируешь слова того же Радия Хабирова, который в первые дни жестко осудил участников того протеста. И если участники скажут, да, протест был, были массовые беспорядки, то, в общем-то, кому какие претензии? Понимаете, да? То есть, если это произойдет массово, признание вины, получается, и я, и вот вы, кто комментирует наши эфиры, оказываетесь крайними в этой истории. То есть, вы защищаете, вы... И я в том числе, да, безусловно, утверждаете, что все это не было массовыми беспорядками, а если какие-то стычки и были, то это результат провокаций. Де юре мы с вами оказываемся в проигрышной ситуации, понимаете? Поэтому, конечно, очень хотелось бы верить, что таких, кто признает вину, будет меньшинство. Вот. Хотя, опять же, вот легко рассуждать со стороны. А представьте себе выбор отдельно взятого человека, если ему в случае непризнания грозит примерно там, 10 лет, например, лишения свободы, а в случае признания ему грозит 4 года.
причем через 2 он может выйти по условно-досрочному освобождению. Тут иной раз задумаешься на месте, опять же, обвиняемого, а какой выбор лучше? С точки зрения совести, понятно, ну а с точки зрения жизни здесь и сейчас, особенно если у тебя за плечами жена и 6 там, или 8 детей, да даже если у тебя один ребенок там сидит и без отца растет, и, мягко говоря, с деньгами проблемы. Поэтому нравоучениями заниматься здесь неуместно, вот. Но, опять же, разные варианты не озвучить нельзя. Поэтому вот я отвлекся, скажем так, вновь на эту тему. А это очень важный вопрос вообще во всей этой истории. Спасибо за комментарий, который на это дело сподвигнул. Так, дальше идем все-таки к новостям. Инвестор, ни много ни мало, которого, внимание, избили после рекламы на БСТ, обратился к Бастрыкину. Ну, кому же еще? Потрясающе у нас с инвестклиматом все происходит. Пока тут еще не звучат какие-то так называемые ветераны, так называемые СВО, но не удивлюсь, если вот подобное будет происходить на улицах все чаще и чаще в отношении любого, кто маломальски что-то имеет и у кого можно что-то отнять. Предприниматель и инвестор Петр Певцов, который сообщил о своем избиении неизвестными в селе Красноусольский, опасается всерьез за свою жизнь. Он записал в редакции Пруфов видеообращение к председателю следкома Бастрыкину. Я являюсь представителем кооператива по производству кормов для непродуктивных животных. Еще неделю назад давал интервью группе БСТ в новостной канал, и буквально через 2 дня случилась неприятность. Это мягко сказано. Было совершено жесткое избиение. Наверное, сегодня никого не удивишь этим, но вопрос: за что? Кому я задолжал? У меня в кооперативе работают люди, получают зарплату, я плачу налоги, все прозрачно. Получил в свое время в 2019 году грант от Минтельхоза, закупил оборудование, и с тех пор ни на один день мы не прекращаем работу. Но, наверное, с полгода как мне начали поступать угрозы, что живешь не по своим средствам, и что надо делиться с людьми, которые сидят за решеткой, ведь они там не доедают, не допивают, им на сигареты деньги надо. О как! В 90-е я тоже был в бизнесе и помню все это время. А сейчас кому за что платить? Когда мы собранием принимаем решение, что надо заплатить, что выделить средства на СВО, грубо говоря, или на Сабантуй, это одно. Потому что Сабантуй это важно. И что чествует передовиков. А сейчас не хватает бюджетных средств ни на что. То есть он оправдывает при этом политику государства. Подчеркиваю. И вот уже 3 года я не получаю никакой поддержки от государства. Выкручиваюсь своими силами. И вот его избили, и что-то тут такое вот происходит. И он опять же за справедливостью к тому же государству идет. Но опять же, к кому еще идти, да? Не к бандитам же, которых, наверное, сейчас и не найдешь так просто, как можно было найти в 90-е. На самом деле, более быстро решить проблему и добиться какой-то справедливости. Сейчас от кого справедливости ждать? Что, от этих силовиков, что ли? Господи. Нет, конечно. Ну, в общем, такая история, которая тоже проливает свет на то, как реально дела идут. Тем временем наши чиновники доблестные, в кавычках, в Уфе продолжают удивлять своим, в кавычках, креативом. В Уфе решили создать музей под открытым небом возле стелы Уфа, город трудовой доблести. Ну, то есть неподалеку от набережной, собственно, на набережной, у монумента Дружбы. Первым экспонатом этого музея под открытым небом стало не достижение какое-то передовое, которое изменит, ну, если не мир, то хотя бы жизнь в республике или в стране. А, конечно же, артефакт из прошлого. Все, как мы любим. Поклонение прошлому, давно пережитому, и которое нужно уже не то чтобы забыть. Забывать, наверное, не стоит, но, по крайней мере, отпустить с миром. Данным экспонатом стал легендарный мотор Победы М105ПФ. Самый массовый мотор Великой Отечественной войны мощностью 1200 лошадиных сил устанавливался на истребителях Як-Лак-3, обеспечивая нашим летчикам превосходство в небе, напомнил он. С 1942 по 1945 годы в Уфе было произведено более 35 тысяч моторов М105ПФ.
По словам мэра, следующий шаг – размещение нефтяной качалки, элементов железнодорожной инфраструктуры. В ближайшее время установим якоря, поскольку эвакуация промышленных предприятий в Уфу в основном происходила по воде. То есть опять исключительно тематика той самой победы в 1945 году. Как будто больше ничего нет у нас, ну даже и не было в советские годы после 1945 года. Достижения, которыми можно было бы, если не гордиться, то, по крайней мере, помнить. И ведь ощущение такое, что сверху указки из Кремля на этот счет точно не было. Это они пытаются сами угодить начальству. Они понимают, где раки зимуют на сегодняшний день, да? И знают, что вот если такую штуку сделать, по голове, скорее всего, погладят. Скорее всего, журить не будут. И, в общем-то, такого рода действия, они считают, чиновники выдают им некую индульгенцию, видимо, на случай каких-то проколов, провалов. А эти люди надеются, что, я не знаю, избегут они какого-нибудь уголовного дела, например. Как вчера буквально мы узнали, что советник мэра Собянина аж оказался под уголовным преследованием. Человек, который многие годы отвечал за культуру в Москве, через него проходили огромные деньги на ремонт, строительство театров, выставок, музеев, парков, ну то есть всего того, куда были вбуханы миллиарды и сотни миллиардов за собянинские 14 лет. В общем, вот. Я не говорю, что не надо ставить нигде вот эти двигатели в качестве экспонатов. Почему? Ну, вот в центре города, там, где все-таки, наверное, должно быть чуть-чуть по-другому, должны быть другие вещи. А двигателю место на тематической выставке, я не знаю, ну, в Парке Победы. Создайте что-то подобное, ну, где-то, опять же, в центре, если Парк Победы считаете неудобным и недоступным. Хотя почему нет? Прекрасное место, Парк Победы, все, кому надо, приезжают. Там всегда много людей, не только в День Победы. Ну, в общем, администрация Мавлиева в этом смысле огорчает с каждым днем все больше и больше. Ну вот следующая новость. Камень в тот же огород. В Уфе для уничтожения деревьев перекроют улицу, пишет Медиакорсеть. Прекрасная формулировка на этот раз. Не придерешься. Улицу Чернышевского закроют на целый день. То есть не могут срубить даже деревья нормально. Улицу перекрывать надо. В пятницу с 9:00, соответственно, до 18:00. В пятницу, подчеркиваю, в середине лета. Улицу Цюрюпы, которая используется для выезда из города огромным количеством автолюбителей. Опять же, почему не в субботу хотя бы? Или в воскресенье? Почему? Можно же это сделать, я не знаю, с 4 утра, например, а не с 9. И буквально до 14. Опять же, с 4 утра вполне себе светло в это время. Как пояснили в администрации, в это время рабочие будут сносить зеленые насаждения, пришедшие в аварийное состояние. Это по всей Чернышевского, от Цюрюпы до Крупской. Как я понимаю, под нож идут ясени, клены, которые там остались. Ну ладно, с американским кленом, может быть, и есть смысл попрощаться. Ой, ну вот так вот это делать массово, там вполне себе местами и другие деревья, насколько я помню, и березы есть, и ели есть. Ранее власти города уже сообщали о намерениях вырубить ветхие деревья на данном участке. Из-за изношенности зеленые насаждения могут упасть и нанести ущерб здоровью и имуществу горожан, считает мэрия. Вместо спиленных деревьев осенью высадят новые. Ну, хотя бы спилите цивилизованно, а не в пятницу в течение рабочего дня. Да что уж там говорить. Даже здесь не могут. Сообразить даже не могут, получается. Ну ладно, сколько можно ныть. Давайте не будем ныть. А перейдем к еще одной новости, которая, в общем-то, примерно такая же. Уфимцы вновь пожаловались на запах газа в Черниковке. Дышать невозможно, ни много ни мало. Это заголовок телеканала ЮТВ. Жители Калининского и Орджоникидзевского районов накануне сообщили о резком химическом запахе. Ну, то есть позавчера уже получается. По их словам, буквально не давал дышать этот запах им. Обращения с просьбой решить проблему появились на странице Хабирова. Очень сильный запах газа, невозможно дышать. Нам что, эвакуироваться?
В Минэкологии Башкирии заявили, что состояние атмосферного воздуха в городе контролируется круглосуточно, и никакого превышения вредных веществ зафиксировано не было. Однако они признали, что в систему 112 поступило 25 обращений граждан, жалующихся на неприятный запах. Собственными наблюдениями поделюсь. Я когда жил в Уфе, прекрасно помню этот запах. Он достигал разных районов города. А в то время, когда я жил, собственно, в Калининском районе, настолько привыкал к этому, уже переставал ощущать. Ну, все как всегда. Жители Салавата, говорят, вон тоже не чувствуют никаких запахов, а когда выезжают за пределы города, у них начинает голова кружиться от свежего воздуха. Сын малолетний у меня, живя в Уфе, страдал астмой и аллергией. Буквально на следующий день после переезда из Уфы, без каких-либо медикаментов, это все прекратилось. Это ли не показатель? Ну и просто запах. Я забыл уже, вот, что такое этот запах. Неважно, где я нахожусь. Рядом есть ли какие-то промышленные предприятия. Нет ли. Не помню уже вообще, что это такое. То есть можно эту проблему решать, если есть на то желание. Понятно, что у властей и у так называемого бизнеса, хотя это государство, безусловно, Башнефть, Роснефть и так далее, у них не будет такого никогда, наверное, это ясно. Жители должны как-то отстаивать свои права, но жителям тоже все по барабану. Все, как мы любим, все у нас как устроено обычно, так и есть. Вот. Тем временем в Башинформе так не считают. Традиционная рубрика «Минутка, вестник пропаганды». И здесь, во-первых, большая статья о том, как на башкирском НИФАЗе реализуются 3 значимых инвестпроекта автопрома. Ну, вообще, конечно, заголовок они специально так выбрали, чтобы показать, что НИФАЗ, он все-таки на территории Башкортостана находится. Пожалуй, это единственное, что связывает Нефтекамский завод с республикой. То, что так сложилось, что Нефтекамск хоть и на окраине, но все-таки в Башкортостане. А все остальное, конечно же, это уже никакого отношения к республике не имеет. Хабиров был там, директор КАМАЗа, которому принадлежит НИФАЗ, был там. И вот они там много чего интересного посмотрели. Надо сказать, что ввиду больших бюджетных вливаний в систему транспорта городского, прежде всего, у НИФАЗа дела идут, действительно идут. Огромные заказы он исполняет, в том числе для Москвы. И даже был момент, что не справлялся завод с этими заказами, работая даже в 3 смены, представляете. И уфимские чиновники объясняли отсутствие новых автобусов в Уфе тем, что НИФАЗ не может их выпустить. Точнее, может выпустить, но у него большая очередь. И поэтому вот для Уфы пока еще покупать не можем. Говорили нам в 19-20 годах. Вот. Впрочем, ну, судя по всему, эта очередь так или иначе иногда временно приостанавливается, что ли, и кое-что закупить удается. И вот здесь, что я хочу увидеть и обратить на что внимание. Оказывается, начали производство автобуса особо большого класса КАМАЗ-6299. Это длинный сочлененный автобус, каких на улицах Уфы, по-моему, на сегодняшний день ни одного не осталось. Был один экземпляр российско-нидерландский, ну, это был ВДЛ НИФАЗ образца 2007 года. Ходит ли он сейчас? Если ходит, можете написать. Вот. Но это, опять же, сами понимаете, скорее исключение, а не правило. Вообще большие, особо крупного формата автобусы, безусловно, нужны. Особенно если нет магистрального транспорта в виде трамваев. У нас его нет де-факто, да, потому что трамвай не соединяет север и юг города. Хотя бы вот такие вот крупноформатные автобусы должны присутствовать для того, чтобы хоть как-то облегчить участь уфимцев, которые в утренние часы пик не могут выехать с того же Инорса, поскольку имеющиеся НИФАЗы, которые, собственно, не маленькие даже, и то не справляются. Я уже молчу про всякие там вот эти ужасные мелкие векторы Next и прочее, прочее. Короче говоря, на заводе это есть. Будет ли на улицах города, городов даже Башкортостана, вот открытый вопрос. На него ответа в материале я не нашел. Хотя все это выглядит симпатично, судя по тому, как это все сфотографировано, по крайней мере. Чиновники в белых рубашках и в белых касках, новенькая техника. Тут, кстати, не только автобусы, но и троллейбусы выпускаются или, по крайней мере, планируются. В общем, в этом смысле
все нормально относительно здесь. Только какое отношение к этому имеет Хабиров, вопрос риторический. Зато мы знаем, какое отношение Хабиров имеет к колоннаде на набережной Белой в Уфе, которую пообещали открыть уже ко Дню Республики в этом году. Об этом также с гордостью пишет Башинформ. Величественный символ дружбы Башкирии и Абхазии. Ворота на набережную Белой – новая точка притяжения уфимцев и гостей столицы. Такой будет строящаяся в Уфе колоннада, точная копия той, что украшает Сухум. Возведение объекта идет полным ходом, скоро ожидается открытие. Кипит работа, ну дальше все вот это вот в духе, опять же, пропаганды, все в этом смысле привычно. Судя по фотографии, до готовности там еще далеко, колонны только-только начали заливаться, арматуры видны, это все как бы понятно, но непонятно одно, какого черта, зачем, в таком месте, где действительно хотелось бы, наверное, каких-то точек притяжения, хотелось бы, каких-то узнаваемых в будущем объектов. Но почему бы это не сделать креативно? Почему бы не сделать что-то свое? Я, конечно, не про юрту традиционную, да, которую мы привыкли лепить везде, надо и не надо. Но что-то придумать, обратиться к креативным людям, которые до сих пор, судя по всему, остались. Не все же разъехались. Да в конце концов, даже к тем, кто разъехался, можно обратиться. Нет, надо копировать что-то готовое, существующее и устанавливать копию. Тем самым подтверждая тезис о том, что сами ничего не можем и не умеем. А если говорить про точку притяжения и смысл, опять же, ну каким образом колоннада кого-то притянет? Ну максимум там девчонок гламурных на фотосессию, да? Там свадьбы будут, наверное, приезжать, фотографироваться по пятницам. А делать-то там что? Как это вообще поможет там отдыхать, творить в конце концов? Никак не поможет. Да посмотрите, ну хотя бы на Пермь соседнюю. Поставили на набережную, помните, там несколько лет назад там эту надпись «Счастье не за горами». Символ стал во всей стране узнаваемый. Буква «П» из бревен. Правда, сейчас ее то ли снесли, то ли сносят по причине там строительства дорожной развязки. Арт-объект построили, и это стало тоже узнаваемым символом, нестандартным, необычным, с местным колоритом, который демонстрирует особенность города и той природной зоны, той тайги, в которой город находится. Нет, мы же строим Черноморскую колоннаду на набережной Белой, чтобы что? Чтобы представить, что мы находимся на побережье Черного моря, лютой башкирской зимой, да, стоя под этими колоннами, под пронизывающим ветром, будем представлять себе морскую гладь летним июльским вечером. Ну, в общем, вот если спросите, что происходит, да, и чем можно описать вообще то, как у нас развивают, так сказать, республику, то вот это показательный пример того, как это в кавычках развитие происходит. Ой. По поводу стелы и памятника двигателю. Евгений писал, что это должно быть в Черняковке. Нефтезаводы там. Да, логично. Вот про деревья, в том, что их вырубают, в том числе по сговору с бизнесом, занимающим первые этажи домов. У нас считают, что из-за деревьев вывески и рекламу у них народ не увидит, хотят, чтобы в глаза все бросалось. Интересная версия. Не могу, опять же, подтвердить, что это всех касается. Надо добиваться компенсации от Роснефти вреда здоровью, но такие иски должны быть массовыми. Связь многих болезней с выбросами тех или иных веществ давно доказана. Ну, вообще, по всем пунктам я с вами, Евгений, согласен здесь. Не убавить, не прибавить. Конечно, так. Ну, а Золя делает неутешительный вывод всему тому, о чем мы говорили в последние минуты. Мозгов нет, одни понты. Спасибо, вот очень емко и кратко вы подсказываете иной раз, как можно завершить нашу очередную встречу. Это так. Будьте здоровы, друзья. Увидимся с вами уже на следующей неделе, я имею в виду со мной. А вообще аспекты продолжают свою работу. Сегодня еще раз я напомню, активист Альберт Рахматуллин в аспектах мнений в 11 часов, буквально через час с небольшим. Ну а
Про наш телеграм-канал не забывайте, на который нужно подписаться. Там тоже порой идут бурные дискуссии под новостями. В Ютубе, кстати, тоже все это публикуется, но иной раз удобнее читать и оперативнее все-таки в телеграм-канале. Еще раз всем хорошего дня, хорошего окончания этой недели. Постарайтесь уж максимально в хорошем виде это дело проживать, несмотря на все сложности. Будьте здоровы и до свидания.